На прошлой неделе в столице республики прошла бриллиантовая неделя Якутии. Но несмотря на то, что мероприятия недели проходили в Якутске, началась бриллиантовая неделя с поездки в Мирный, где гости ознакомились с историей открытия и обработки алмазоносных месторождений. Продолжит тему Августа Степанова. Традиционно мероприятие проходит в двух городах республики – Мирном и Якутске. Вначале гости приехали в алмазную столицу. Торжественная встреча состоялась у трапа самолета. Девушки в национальных костюмах по обычаям своих народов угощали приехавших хлебом, солью и кумысом. Надо хлеб, солью и кумыс. Среди гостей представители российских и зарубежных туристических компаний. Гости из Китая, Японии, Республики Гаяна, Монголии, журналисты, а также иностранные студенты из Северо-Восточного федерального университета. Бриллиантовая неделя Якутии – главное событие гранильной и ювелирной промышленности республики. Об этом говорил на встрече исполняющий обязанности главы района Дмитрий Ситнянский. Для Мирнинского района это также очень важное событие, которого мы с нетерпением ждем, ведь проведение бриллиантовой недели способствует развитию внутреннего и въездного туризма, повышает инвестиционную привлекательность, знакомит граждан других государств с далекой и суровой, но необычайно гостеприимной, богатой ресурсами землей Крайнего Севера. Для якутской алмазной компании бриллиантовая неделя станет еще одним шагом к продвижению своей продукции не только на российском, но и на международном уровне. Первым и самым главным пунктом в программе ознакомительной поездки стали плавучие обогатительные комплексы. Гости воочию смогли понаблюдать за работой алмазодобывающих драк. Начальник прииска Ерелях Александр Тюрин рассказал о технологическом цикле промывки песков. Она набирает пески, подает к себе внутрь. Там дражная бочка, значит, соответственно, делит ее на классы различные. Далее туристы бриллиантовой недели посетили въездной знак, мемориальный комплекс с шофером-первопроходцем и архитектурно-мемориальный комплекс «Вилюйское кольцо».